Гуманитарные науки под огромным влиянием Запада, и это, можно сказать, уже десятилетиями. В технических науках ситуация чуть-чуть отличается. Но мы знаем, как Россия решила полностью изменить свою позицию, то есть начать сотрудничество больше с Востоком, и с Западом сейчас у вас очень сложные отношения. Но какой совет можете вы дать Сербии в этой ситуации? Как Сербия может больше стараться сотрудничать с Востоком, чем с Западом? Начну с того, что мы давно и плодотворно сотрудничаем с сербскими коллегами, с нашими профессорами, друзьями из Белградского университета. И многие из моих коллег приезжали в Сербию, коллеги из Сербии бывали на наших научных мероприятиях, на конференциях, на съездах. И надо сказать, что точек совместного такого интереса, соприкосновения у нас гораздо больше, чем с любой другой страной, тем более вот к западу от России. И сейчас, конечно, есть сложности с научным общением коллегами из Европы и Северной Америки, тех стран, которые мы считаем недружественными. Но мы не можем сказать, что это общение разорвано. Да, мы прекрасно наблюдаем, читаем их исследования. Они, я надеюсь, наблюдают за нашей работой. Бывает, даже и пересекаемся на научных мероприятиях. Вот как раз пример съезда в Светлогорске, 5-й съезд Российского общества политологов, показал, что такой вот контакт возможен, и я знаю, что некоторые наши коллеги зарубежные подключались, смотрели трансляцию онлайн, знаю это по переписке, потом присылали свои отзывы, свои мнения, которые были связаны с докладами. Некоторые наши коллеги приезжали непосредственно на мероприятия, невзирая на все имеющиеся сложности там, с поездками, визовым режимом и так далее. Поэтому вот сказать, что российский поворот на восток в политике разорвал наши научные связи, я не могу. Конечно, их стало значимо меньше, но общение идет на равных, да, с учетом, так сказать, позиций и опыта, и традиций взаимодействия. Поэтому мне кажется, что в этом смысле совет, наверное, только один. Наука по-прежнему востребована. И, конечно же, такие науки, как политология, да и вообще все социально-гуманитарные науки, конечно, должны учитывать эту национальную цивилизационную специфику страны, ее национальные интересы, ее геостратегическое положение. Это один из важнейших приоритетов. В этом смысле мы ничем не отличаемся от наших коллег и на Востоке, и на Западе. А как оцениваете сербско-русское сотрудничество в сфере образования и науки? Если как можем улучшить еще это сотрудничество? Это сотрудничество имеет хорошие традиции и очень хорошие перспективы. Я знаю, что у нас есть коллеги, которые владеют сербским языком, занимаются исследованиями. Есть студенты-аспиранты, которые занимаются проблематикой Балкан. Вот совсем недавно у нас защищал магистерскую диссертацию студент, который специализировался по политическому процессу в современной Македонии. Масса ребят, которые занимаются конфликтологией, изучают современную политическую ситуацию на Балканах. Поэтому, и, конечно, традиционная сфера интереса совместного — история политических учений, да, идея славянского единства, панславизма, цивилизационная специфика, историческая специфика славянского мира. Все это в центре внимания и продолжает активно изучаться. Вот недавно была конференция в Гродно, буквально вот в мае. И Гродно — это Беларусь. Я знаю, что большой интерес проявляли как раз коллеги из Сербии к этой конференции. Да, она была посвящена 30-летию Института президента в Республике Беларусь. Вот. Так что я думаю, что здесь у нас все имеется, и хорошая, так сказать, основа историческая, и нынешние связи. Будем продолжать сотрудничать. Коротко еще, какой ваш совет молодежи Сербии за будущее? Приезжайте к нам, да, не теряйте из виду Россию. Россия всегда была и будет рядом.
Сербы нам братья, это не просто слова, это выстрадано десятилетиями 20 века и веками предыдущей истории. Поэтому вот, у меня много сербских друзей, поэтому передаем всем привет и надеюсь на продолжение нашего общения дружеского. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.